Дорогие телезрители, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Сегодня мы находимся в гостях в творческой мастерской у Марины Казарян. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Марина нам любезно согласилась сегодня показать очень красивый, я думаю, интересный и полезный мастер-класс по технике валяния на трикотажном полотне, потому что валяние оно бывает разное, сухое, мокрое. У нас будет на трикотажном полотне. Это очень практичная вещь, потому что можно украсить свою одежду трикотажную, вязаные шапки, варежки, шарфы и свитера. Да. А также картины можно сделать. Угу. Да, вот мы сейчас покажем, да, здесь столько интересных работ я заметила и на вязаных вещах, да, связанных вами же, вашими же руками. Можно увидеть вот эти вот, ну, я бы сказала, аппликации, да? Да, ну, можно назвать частично аппликацией, да, можно так сказать. Да, и здесь лежат у нас рукавички, шарф, да, и в таком вот национальном, как бы, да, можно сказать, направлении, да, наш якутский цветок, да, сардана. Угу. Вот честно скажу, в прошлых выпусках я знакомилась с техникой валяния, вот мокрой вы сказали, да? Да, ну, вполне вероятно, я просто не видела, да. Но валяние, да, оно бывает разное. Да, я помню, вот мы с водой работали. Да, мокрое валяние, значит, было. А сейчас мы будем делать... Это сухое валяние, но в дальнейшем, чтобы закрепить, если это одежда, чтобы было практично и функционально, нужно будет закрепить мокрым способом. То есть это намылить и потом высушить. Если это картина, вот как здесь, да, у меня, то можно оставить так, в принципе, погладить утюгом, отпарить и оставить в таком виде. Можно еще сверху покрыть акриловым лаком, не мокрым кистью, а спреем, чтобы было, ну, функционально от пыли, чтобы можно было потом протереть. Ну вот что нам понадобится для процесса, да, изготовления? Так, это трикотажное полотно. Можно использовать даже то, которое купили в магазине на свитере, допустим. Но чтобы процентное соотношение шерсти было хотя бы, ну, 50 на 50. То есть совсем акрил, конечно, не подойдет. Хотя нужно пробовать. Я такое не пробовала. Так, и на выбор здесь предлагаю сделать грибочки. Это попроще. Либо белый гриб, либо мухомор. Какой мы выберем? Давайте беленький. Белый гриб. Так, здесь тоже два варианта. Если вы можете рисовать, если у вас есть опыт рисования, можно обойтись своими силами без шаблона. Ну, так как новичок, да, возможно, нас смотрит, лучше прибегнуть к шаблону, да, для удобства. И нужно вырезать как пазл, да? Так проще будет работать. Вот таким способом. Каждую деталь, да, то есть, да, вырезать? Да, это для удобства. И вот мы берем шаблон, допустим, начнем со шляпки. Прикалываем иголочками. Так, и возьмем шерсть вот коричневого цвета для шляпки. Шерсть можно брать любую, шерсть она тоже разная. Для нашего варианта нужно брать тонкую шерсть. Это 18 микрон, 19, 20, вот так. Есть шерсть полугрубая, 27 микрон, она подходит для мокрого валяния больше. Такую лучше не брать, она не приваляется. И потом будет прям отшметками выпадать. То есть мы вот так вот рвем. Попробуйте, Катерина. Да. По иглам тоже. Иглы, они тоже бывают разные. Начальные, они более такие толстые, они нам не подойдут. Нам нужна номер 38, средняя, и 4-лучевая звезда. Это такой, ну, самый ходовой размер иглы. И получается, нужно приложить на просвет, чтобы она просвечивала. То есть совсем тонкий слой. Мы прикладываем и начинаем приваливать. То есть приваливаем сначала в нескольких местах, чтобы закрепить, чтобы она не скукожилась в одно место. И уже начинаем пробивать иглой. И иглу нужно погружать в трикотаж буквально, ну, максимум сантиметр. Не больше, дальше смысла нет, потому что насечки на игле, они буквально 5 миллиметров или сантиметр. И все, и мы начинаем приваливать. Вот таким способом. Вот можно
следующий. То есть здесь главное правило, правил нет. Да, настоящее творчество, оно такое. Не нужно загонять себя в рамки и потом переживать. Мы должны получить удовольствие от процесса. Когда большое полотно, то есть я валяю не только на маленьких, варежки или шарфы, если это кардиган большой, там очень сильно устает рука. Я правша, плечо болит, поэтому можно развивать второе полушарие, да, и валять второй рукой. Да, тоже плюсы есть. Ну и вот это достаточно такой процесс медитативный. Вот этот звук от шуршания поролона, это прям АСМР. Это сейчас распространенное, можно прям сидеть и получать удовольствие. Марина, а как давно вы вообще сами начали заниматься этой техникой? Как познакомились? Да, это самый популярный вопрос, который задают, наверное, всем мастерам. Это вообще с детства. Я нигде не училась. У меня мама вяжет всю жизнь, и я возле нее. Она покупала мне в детстве какие-то книжки. Я где-то что-то увижу, и это все вот так накапливается в течение жизни. И потом применяю это, ну, объединяю разные знания. И вот на стыке разных процессов таких в творчестве, то есть я вяжу, занимаюсь валянием, вышивкой, когда это все вместе пересекается, получаются интересные вещи. То есть в одном направлении работать не нужно, нужно узнавать что-то новое. И вот самое тоже интересное, все новое — это хорошо забытое старое. Поэтому в творчестве, в принципе, ничего нового нет. Все в одном и том же. Так, мы берем второй шаблон уже с губкой под шляпкой и прикладываем. Тоже мы закалываем. Здесь у нас, наверное, посветлее будет, да? Да, здесь возьмем желтый цвет. Вот эта шерсть, она уже погрубее. Прям на ощупь уже чувствуется, что она потолще. Ее тоже нужно вот так вот разорвать. Чем сильнее разорвем, вспушим ее, тем лучше. И точно так же она должна быть на просвет. И прикладываем. И также приваливаем в нескольких местах сначала. Но вы здесь проводите мастер-классы, да, сказали? Да, провожу мастер-классы разные на разную тематику и разные техники. Да, в основном это вязание и валяние. Потому что шерсть я люблю, запах шерсти я обожаю. Да, когда ее мочишь вот с мокрым валянием, очень приятный запах. Запах, да? Да. А вот по технике вот на ткани, да? На ткани тоже. На одежде. На одежде, на трикотажном полотне. На трикотажном полотне. Люди вот приходят к вам со своей одеждой. Можно, да, можно и на своей одежде. Либо это отдельные какие-то вот наподобие. Да, вообще, когда провожу мастер-классы, у меня все материалы, ну, включены в мастер-класс. То есть можно прийти вообще без ничего. Я выдаю вот эти образцы, сама вяжу маленькие, чтобы на них можно было валять. Либо, да, можно принести свою одежду. Но на одежде сразу валять — это большой риск, потому что с первого раза... Вдруг не получится, ну, да? Редко получается. Даже я перед большой работой сначала пробую на образцах, потому что, ну, непредсказуемый результат все равно. Что-то может не понравиться, что-то переделать. Так, вот мы приваляли. Теперь можно взять следующий шаблон. Вот на этом этапе, я сейчас подниму, вот так, можно увидеть изнанку. Вот изнанка мне тоже очень нравится, она как ежик такая, пушистая. И на этом этапе еще можно, если что-то не нравится, можно еще убрать, да, вот так, Лишнее да, что-то, лишнее да? убрать, прям отодрать вот так, открепить. Сейчас обратно приваляю. И на этом этапе можно перевернуть наизнанку. И чтобы сцепление было лучше, вот это привалять в обратную сторону. И за счет этого вот эта четкая полоса между шляпкой и губкой гриба, она смажется.
То есть это не детская аппликация или раскраска, чтобы четкие прям контуры были. Плавный переход. Да, лучше плавный переход, как в акварели. И вот этот способ, он поможет нам смазать эту четкую линию. И опять-таки мы вводим иглу совсем на немножко. Чем глубже мы введем иглу, тем сильнее будет вот этот вот ворс с изнанки. И в принципе смысла в этом прям такого нет. Иначе вся шерсть с лица уйдет наизнанку. Вот мы приваляли обратно. Здесь также аккуратно поднимаем. И здесь тоже можно обратно привалять. Вообще можно сидеть, конечно, долго и до совершенства доводить свою Постоянно работу. переворачивать, да? Да. Ну, нам вот сейчас главное закрепить. Если мы валяем на одежду, то, конечно, нужно подольше повалять. Есть разные приспособления, машинки для валяния. Есть машинка, которая похожа на швейную, прям большая. Но с ней нужно приноровиться, чтобы работать. Иначе она скукоживает все в одну кучу. Нужно уметь. Либо есть самодельные мастера, вот умельцы делают сами. Она уже попроще. Так, и мы берем теперь к ножке переходим. Вот такая ножка. Здесь еще такой момент. Вот отдельные части тоже мы оставляем, вот такую аппликацию, и можно приложить, чтобы наметить, как будет выглядеть. Посмотреть. Да. То есть мы вот закалываем и смотрим. Можно расположить как-то кривенько, он же не идеальный гриб. Допустим, мы вот так расположим, и потом уже прикладываем шаблон. Так проще ориентироваться. Так, и теперь у нас белая ножка светлая. Берем. Шерсть, она тоже разная. Бывает, она идет вот в такой ленте, гребенная лента. Она больше подходит для мокрого валяния. А для сухого валяния, либо нужно брать совсем нежную, тонкую, как я до этого говорила. То есть она грубее, да, получается? Есть тонкая, просто за счет того, что она вот такая прямая, к трикотажу ее сложно приваливать. Ворсинки длинные. А есть кардачос, он как бы спутанный такой. Вот, конечно, лучше его использовать. Более подходит для таких. Да. Мы также делаем такое воздушное облачко, полупрозрачное. И его прикладываем и начинаем приваливать. Ну, у вас здесь столько интересных работ. Все это вот Спасибо. Вашими руками сделано. Да. Обратите внимание, да, сзади меня целый вот бабочка даже, да? Чего стоит? Да, интерьерный мотылек. Ага. Это прям, да, интересный вид украшательства дома. Но это для тех, кто не боится насекомых. Потому что я до этого делала и пауков, и всяких жуков. И у людей неоднозначное впечатление. Да? Я участвовала как-то в местной ярмарке, и у меня был сибирский шелкопряд. То есть я направлена на нашу флору, фауну, то, что у нас тут водится. И мне нравится внешний вид. Сибирский шелкопряд, вот эта вредная бабочка, которая съедает наши леса. И вот одна женщина, да, она впечатлилась и сказала, что такое делать не надо. Неприятно, оказывается. Ну да, я прорабатываю четкие детали, чтобы были лапки, усики, мне это нравится. То есть правдоподобно выходит, да, можно сказать. Да. И это пугает людей. Лапки, они не всем нравятся. Кстати, никогда не задумывалась об этом. Ну, наверное, мне было бы неприятно увидеть волосогрызку. Да, кстати. Но в плане бабочек как-то... Ну, кстати, волосогрызка, она тоже очень красивая. Она прям такая черненькая, гладенькая. У меня тоже есть... Нет? Есть идея ее сделать. Да, но я хочу именно сделать ее кожаную, чтобы она прям была такая блестящая. Так, мы приваляли ножку. Открепляем, смотрим, что получилось. Так. Ага, вот так разверну, что уже прорисовывается гриб. Да. В принципе, вот на этом можно и остановиться. То есть в дальнейшем, как я уже говорила, если это делать на одежде,
то, что будет прям носиться постоянно. В дальнейшем нужно будет отпарить утюгом и свалять по-мокрому, то есть намылить прям в теплой воде изнанку и где-то 5 минут вот так вот нужно потереть прям хорошенько, чтобы шерсть свалялась. И потом на лице аналогично мы валяем. И можно уже будет носить. Кстати, можно еще украсить вышивкой. Если есть такое желание, можно добавить стежки, проработать все. То есть можно прям до идеала доводить свое изделие. Да, можно пришить бусинки, вышивку, то есть оставить это как основу. Либо, допустим, вот в этом шарфе я вышивку не использовала, я оставила все вот прям, довела до совершенства на этапе валяния. То есть вот эти четкие детали, это все с помощью валяния сделано. И потом уже стирала, по мокрому валяла. То есть есть много вариантов. Я вот говорю, что здесь нет правильно, неправильно. Вы прям берете и делаете как хотите. И это путем проб и ошибок. Так, в несколько слоев, я так понимаю, да? Накладывается. Да, несколькими слоями. Сначала полупрозрачно, потому что если положить сразу большой шматок шерсти, он как попало прибьется, сваляется, это будет некрасиво. Вот здесь даже, вот, можно сказать, объемный зайчик. Да, можно, кстати, можно сделать объемные. Прикладывать больше шерсти, потом зафиксировать, можно даже как аппликацию уже зафиксировать нитками, пришить. Тут разные, просто вы берете, делаете много-много раз, сначала будет не получаться, а потом в дальнейшем все получится, да. А потом как получится, да? Интересно, как стираются такие вещи? Это только ручная стирка. То есть если бросить машинку, у меня был такой опыт, я испортила не одну шерстяную вещь. Даже если в машинке есть режим вот для шерсти, это не факт, что все будет хорошо. Потом ты ложишь свитер, выходит маленькая кофточка на ребенка. Здесь только ручная стирка. И потом, то есть мы постирали, и в дальнейшем, как отжимают, как попало, да, вот так нельзя делать. Нужно будет свернуть вот таким бубликом и аккуратно вот так отжать. И сушить на горизонтальной поверхности. Не вешать, иначе вытянется. В естественной форме. Да. Предлагаю добавить еще сюда, допустим, траву. Давайте. Зеленую траву. Немножко Здесь... доведем до... Да, вот на шаблоне здесь есть трава. Вот такая. Но я уже не стала ее вырезать, потому что можно сделать вообще фантазийную. Допустим, как вот у мухомора. То есть фантазия человека здесь, наверное, да? Тоже играет. И можно просто ее уже такими широкими мазками привалять. Туда-сюда, как хотите. Вот так, допустим. И также приваливаем. А самая такая ваша работа, если вспомнить, может быть, которой вы прям гордитесь или очень долго работали над ней, много пота, да, ушло на нее. Есть такие? Вообще есть, у меня была юбка с Фудзиямой. Вообще, я к Японии спокойно, но вот заказчик был такой, что нужно было сделать Фудзияму. И да, я там понервничала, но сейчас, оглядываясь назад, в принципе, это было несложно. Но сейчас в дальнейшем мне предстоит такая большая работа. Я хочу сделать на большом кардигане пейзаж с ленскими столбами. Ух ты. Да, и это уже, да, наверное, я там попотею, попереживаю, буду переделывать не один раз. Я думаю, получится. А сколько вот уходит времени на такое на большую работу? Если честно, я никогда не считаю время, потому что как только начинаешь считать, сколько уходит на вязание кардигана, потом нужно еще это все свалять, сухое валяние, разработать рисунок, поработать с образцами, и если это все высчитывать, то прям тревога наступает от того, что время уходит, надо быстрее, поэтому я не люблю себя торопить. И вот как получается, так получается. Еще мы можем, кстати, добавить, допустим, ягодки.
Давайте. Мгм. Здесь просто мы также вот красную шерсть берем и вот так пальцами сваливаем кружок. И прикладываем вот, ну, имитацию ягод сделаем Мгм. и приваливаем. Такие круглые ягодки. Ну вот, а дети приходят к вам на мастер-класс? Вообще можно было бы, но нет, потому что игла, вот у меня пальцы Мгм. исколоты, это вот такое. Ну, Да, все-таки я, чтобы не, когда работаю с мелкими деталями, чтобы не прокалывать пальцы, оборачиваю лейкопластырем, ага. ну, пластырем медицинским. Мгм. Игла все-таки острая, поэтому. Но хотя у меня вот маленькая дочка, ей 4 года, она Мгм. очень аккуратная. И да, иногда я ей даю, но Мгм. не прям валять, а просто она как мелкая моторика, Мгм. иголочки вот втыкает в поролон. Мгм. Ну, хочется за мамой Ну повторять, да, конечно. Мгм. Я думаю, она мастерица. Мгм. По ней уже видно сейчас. Так, еще одну ягодку добавим. Мгм. Ну вот, как сказала, можно доводить до совершенства. Сидеть долго-долго, если есть время, Да, желание. и до результата, да, Да. конечного, который вот видишь. Это у нас брусничка получается. Как грозди винограда можно приваливать, кругляшки друг на друге. Ну вот как она растет. Мгм. Ну, сказали, что в ваших работах очень много каких-то национальных, да, мотивов. Да. Это вот появилось недавно или всегда было такое желание? Всегда мне, ну, как это, наша психика так устроена, что там, где мы выросли, те места мы и любим. Мгм. И поэтому мне все нравится северное. Наша северная природа, она уникальная, потрясающая. Вот можно еще привалять веточку Мгм. к ягодке. Нет, вот сейчас я передумала, сделаем ее сверху, чтобы она была верна, ботанически верна. Мгм. И как раз на этом этапе можно будет убрать, если что-то не так приваляли. А так, вот как сказала, наша природа, она уникальна, потому что даже вот в этой северном морозе у нас растет венерин башмачок, цветок. Это орхидея, лесная Мгм. орхидея. Мгм. И это впечатляет, очень красиво, очень красивый цветок. Вот в окрестностях Якутска он даже растет. Так, и ну, буквально пару листиков еще сделаю. Вот мне сложно остановиться. У меня уже пошел процесс, мне хочется добавить что-то здесь, что-то там. Здесь можно и композицию дальше, Да, да? да, можно сделать зайчика Ага. или белочку. Второй грибок, третий. Да, 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 и пошло. И вот уже пейзаж готов. Так это и работает, Мгм. да. Это затягивает. Целая композиция. Мгм. Если прям есть сложность с валянием, можно сделать чисто основу. Основу, а потом доработать вышивкой. Да, тогда Мгм. будет рисунок Мгм. четкий. Мгм. Да. Вот мы сейчас оторвали, да, от поролона. Мгм. Вот тут у нас тоже здесь есть ворсинки. Их также можно лучше всего привалить В обратно. обратную Мгм. сторону. Мгм. И вот такой у нас пейзаж Ух маленький ты. получился. Мгм. Можно сделать улиточку. Вот частые картинки в Мгм. интернете, где на грибочке улитка сидит, да. Можно Или добавить гусеничку, такое. Или да? гусеничку, да. Вот тем летом я делала брошки с ягодами. Мгм. У меня была брусника, голубика, Мгм. морожка и земляничка. Из валяния, да? Да, брошки такие были. И самая популярная, угадайте, какая ягода была? Что больше всего приобретали? Земляника? Да, земляника. Мгм. Так, ну что, мы научились сегодня таким азам, да? Да. А, Валяние. Валяние. Да. Украшать Мгм. свою одежду можно. Мгм. Замечательный грибочек у нас получился, и его можно, как сказала Марина, довести до Да, совершенства. да. Можно сидеть Мгм. часами.
придумают что-то новое, и будет пейзаж, картина. Я думаю, что телезрители наши хотели бы попасть к вам. Да, с огромным удовольствием приходите ко мне в мою мастерскую. «Зеленый луг» называется мастерская. Вы проводите Да, я провожу мастер-классы. мастер-классы разные, в разных техниках, все, что сама умею, поделюсь с удовольствием. Марина, вам огромное спасибо. Спасибо. У нас на очереди ждет второй мастер-класс, в котором мы познакомим вас в следующих выпусках нашей программы.